Самые яркие образцы туркменского искусства – от народных песен и национальных инструментов до классических произведений. Все это – программа гала-концерта в Китайском национальном оперном театре в Пекине, посвященного закрытию Года культуры Туркменистана в Китае. Для нас этот визит, эта поездка, этот концерт очень важный, так как закрытие Года культуры Туркменистана в Китайской Республике. И нам бы хотелось, чтобы китайская публика запомнила этот концерт надолго. И в связи с этим мы тщательно выбирали и программу, и исполнителей. Во время концерта артисты подготовили особый сюрприз для местной публики, исполнив песни на китайском языке. В этом году Туркменистан объявил годом международного мира и доверия. И у нас неоднократно проходили в Туркменистане концерты. Каждый певец, популярный певец, должен был спеть какую-то песню на языках дружеских стран. И мне выпала честь, большая честь, спеть именно на китайском языке. И вот эта песня про маму мне очень понравилась. Конечно, мы и туркменский выбрали песню, но когда зритель понимает язык, для него еще приятнее слушать и наслаждаться музыкой. Поэтому мы надеемся, что китайской публике понравится наш сегодняшний концерт. Всего в рамках концерта прозвучали больше 20 произведений туркменского искусства. Хотя большинство китайских зрителей не понимают туркменский язык, язык музыки понятен без слов. Хотя Туркменистан был для меня незнакомой страной, благодаря этому мероприятию я смог узнать о его плодородных землях, великолепных пейзажах и уникальном национальном искусстве. Эта культурная программа открыла для нас окно в Туркменистан и стала поистине уникальной возможностью для знакомства с его культурой. В рамках Года культуры Туркменистана в Китае прошли разные мероприятия, концерты, выставки и другие. Многообразные культурные сокровища, такие как поэзия Махкундуль, традиционное каврат-качество, мелодии Дудара и прочее, стали мостом взаимопонимания между народами двух стран. Ван Шицей, Ван Инрей, CGTN, Пекин.